Следующая буква Д. Как мы уже ранее разобрали, если слово начинается с буквы Д, оно произносится очень глухо. Например, таш. Произношение, там транскрипция, таш. Но если же перед словом таш стоит слово, которое заканчивается на гласную букву или на сонорную, то она озвучается. Как бы стоит, озвучается до такой степени, как в середине слова. Например, то же самое слово одаг, костер. Одаг произносится слегка звонко. Точно так же в этом случае. При быстрой речи, если, например, слово аар, аарташ, отдельно будет произноситься аарташ. В быстрой же речи вот эта буква Д слегка озвучается. Аарташ. Таштын аарташыдыр. Аарташ. Д. Таштын, например, таштын аарташыдыр. На улице лежит тяжелый камень. Аарташ слегка озвучается. Как бы стоит в середине слова аарташ, если так посудить абстрактно. В быстрой речи озвучается аарташ. То же самое, если заканчивается на гласную букву. Карадаш. 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 Карадаштык жер. Земля, черный камень переводится. Карадаш. Карадаштык жер. Земля с черными камнями. Карадаш. Карадаштык жер. Земля с черными камнями. Дословно переводится. Карадаштык. Карадаштык. То есть, следует запомнить, что если слово начинается с буквы Д, а предыдущее слово заканчивается либо на гласные, либо на звонкие буквы, то Д озвучается. Д. Не Т, а Д. Тоже к звонким относятся буквы Н, Л, М. Сонорные. Н, Н. На З, В, Ж. В тувинском языке слова не заканчиваются. Если же слово заканчивается на глухие буквы, то буква Д остается глухой. Например, соокташ. Соокташ. Холодный камень. Так как последняя буква глухая, вот эта Д остается глухой в начале слова. То же самое и с остальными глухими буквами Т, С, П, К. Например, слово инекташ, инекташ, волны, инекташ. Произносится глухо. Таш, инекташ, волны.